Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. С кем у вас скоро будут отношения? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Просто загадайте на себя. И давайте посмотрим, что за мужчина, откуда он, кто он. Ну и когда, собственно говоря, будут эти отношения. Загадывайте. На себя загадывайте, на новые отношения загадывайте. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы под моими руками, то, что сейчас я могла слышать и знать. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Итак, мои хорошие, мужчина вышел, мужчина очень много о себе рассказал. Мужчина, кстати, непростой, мужчина с таким достаточно темным прошлым. То есть, возможно, в своем прошлом он не был таким хорошим и порядочным, каким стал сейчас. Возможно, есть грехи молодости, возможно, за плечами у него еще и брак был. Не есть, а был. Мужчина как вверх ногами висел, как подвешенный, привязанный к чему-то был. У кого-то еще отыграться может, что у мужчины были вредные привычки. Либо мужчина был ограничен, то есть мужчина мог быть и под следствием, и даже отбывать наказание. Опять же, вы все разные, мужчины, соответственно, разные. Здесь показывают как собирательный образ. То есть у мужчины темное прошлое. То есть, возможно, если бы вы встретились там несколько лет назад, то вы бы этого мужчину, просто бы мимо обошли, да, и не обратили бы внимания. Но поскольку мужчина свое прошлое уже закрыл, уже он перевернулся, стал на ноги, стал солидным, спокойным, уравновешенным, осознал свои ошибки, исправился, вот где мог, там и исправился. То есть сейчас этот мужчина вполне себе респектабельный. И сейчас вы на него внимание обратите. И сейчас вы ему позволите за вами ухаживать. Ну и, конечно же, я так понимаю, не будете против, если он будет предлагать вам отношения. Смотрите, прошлое свое он будет перед вами раскрывать как-то дозированно и частично. То есть он всего вам сразу не расскажет. Какие-то вещи он просто упустит, пропустит. Ну а в чем-то он вам признается. Ну так и скажет: я там раньше пил, либо я раньше был женат, я там то-то, я там сё-то. Да, что-то про себя он расскажет. Но всего сразу, конечно, вы не узнаете. Здесь будет интрига. Вы будете чувствовать, что он недорассказал. У вас интерес будет бурлить к этому человеку. Может быть, даже это какой-то хитрый трюк с его стороны, чтобы вас завлечь, чтобы распалить у вас интерес к нему. Так, по поводу сегодняшнего дня. Да, и прошлое, оно уже все. Он его пережил, он его оставил, он от него отказался. То есть у него за спиной это прошлое. Никак оно его не портит, не мешает. Наоборот, он очень колоссальный опыт получил. В сегодняшнем дне, мужчина хоть куда. Мужчина солидный, мужчина степенный. У мужчины хороший авторитет, мужчина крепко стоит на ногах, машина у него, вижу, есть, он любит водить машину, хорошая у него машина. Вот вы посмотрите, как он относится к своей машине, как он к ней обращается. Вот это его очень хорошо характеризует. То есть он аккуратный, он педантичный, он лаконичный, там ничего лишнего, там все чистенько, там все сверкает, сияет. И бережно, он очень относится бережно к своей машине. Также он относится и к другим вещам, и также он относится к людям. То есть
Достаточно посмотреть, как он обращается, да не только с машиной, вообще в принципе со своими вещами, чтобы дать ему правовую оценку. Вот какой он человек, да, какой он на самом деле. Это мелочь, конечно, но тем не менее вам сразу все станет понятно, вот какой он есть из себя. Мужчина в сегодняшнем дне, у одних отыграется, что какой-то мелкий бизнес у него, и он его пытается раскрутить. Очень, кстати, много туда вкладывает и времени, и сил. Он все контролирует сам, он сам всем занимается, он ни на кого ничего не перевешивает, и нет такого, что он там слепо может доверять. Вот. А у других отыграется, что у него хорошая должность. Да, хороший заработок, хорошая должность. Кстати, мужчина еще и фрилансом может заниматься. Еще у кого-то из вас может отыграться айтишник, да, который занимается своей работой из дому, на дому работает, и у него много заказов, да, он свою работу делает, получает за это денежку, никому ни к чему не привязан. Вот. Ну, либо должность. Должность не главного руководителя, но вот руководитель среднего звена, это точно. Либо он идет к тому, чтобы стать руководителем, то есть он на хорошем счету, он прекрасный специалист, который не только умеет работать, да, делать свое дело, свою работу, но еще и умеет быть коммуникабельным, что не менее важно. Положительный. Да, он очень положительный. А внешность у него достаточно миловидная, ну, симпатичный мужчина. Симпатичный. Ну, а некоторым девчонкам прям покажется, что он красавец. Да, у всех разные вкусы, предпочтения, но он симпатичный, очень симпатичный. Вот черты у него такие правильные. Нравится, он нравится женщинам. Вот сколько бы ему лет не было, где бы он ни был, в каком бы окружении ни оказался, он умеет привлечь внимание, даже не желая того. Ну, потому что мордашка смазливая. Ну и плюс тело достаточно такое упругое, подкачанное. То есть мужчина за собой следит. То есть нет такого там жирка, животика, этого ничего у него нет. Про внешность я вам больше ничего не скажу. Единственное, что у кого-то из девчонок отыграется, что у мужчины залысины есть, и он их очень стесняется. Скорее всего, есть у него на уме какая-то вот идея, да, как от этого избавиться. Может, там пересадку будет делать себе волосиков, да, чтобы залысины эти убрать. Но опять же, это его не портит, наоборот, придает ему какого-то шарма. То есть, да, тестостерон повышенный, значит, мужик ого-го какой. Так, что касается женщин. Сейчас в его окружении есть женщины, с кем у него такие легкие поверхностные отношения. Он не отшельник, он не монах, он не там пуританец, да, у него есть отношения. Отношения такие, вот знаете, познакомился, повеселился и все. Как бы для здоровья, да, это называется для здоровья. По поводу серьезных отношений, ну вот я говорила, да, скорее всего, он был женат, серьезные отношения у него уже были. И вот оставили они в нем достаточно серьезный такой прям рубец, шрам. Да, болезненно как-то это все там протекало и болезненно очень закончилось. Как говорится, еле ноги унес, да, еле выжил. То есть он на серьезное не настроен, абсолютно не настроен, он об этом не думает. Но это не значит, что он и к вам будет легко и поверхностно относиться. Вы для него идете роковой женщиной. То есть вы ему проходите через всю жизнь и через всю судьбу. То есть люди как прямые параллельные, да, иногда вопреки законам, правилам, они скрещиваются. Вот и вы ему проходите через всю его жизнь, через всю судьбу. То есть роковая женщина. Женщина, которую он не просто полюбит, а женщина, перед которой он будет преклоняться. Ну, во всех смыслах этого слова. Говорю, как вижу, девочки. Вот какие знаки мне здесь показаны, то я и читаю. Так, роковая женщина. Вот, кстати, с вами, возможно, он с единственной захочет серьезных отношений. Не просто захочет, он их будет требовать, да, требовать. Он так и скажет: я не хочу романов, я хочу жену, да, я хочу верную спутницу жизни. То есть здесь получается, что он вам будет все предлагать, а вы уже будете так перебирать, выбирать, соглашаться либо отказываться. Но хороший мужчина, хороший. С деньгами вижу, у него все очень даже и неплохо.
неплохо. То есть у него деньги есть, у него даже какие-то запасы есть, причем в разных местах. Он запасливый достаточно мужчина, у него как все там подстраховано, застраховано. Есть, и я так понимаю, что и, возможно, какая-то недвижимость у него есть. То есть у него, вот видите, три мешка. То есть его запасы и его деньги вот как 3 мешка. Это может быть один мешок там вложился в недвижимость, второй там в каком-то банке, третий еще в чем-то, да. То есть деньги у него есть. Пусть мешки и небольшие, но их 3, понимаете? То есть уже он тут умный, да, правильно подходит ко всему. Плюс он постоянно работает. Он не сидит без дела, он постоянно работает. У него там постоянный вот этот оборот денег происходит. Ну, молодец. Что тут скажешь? Молодец. Так, из негативных черт этого мужчины. Собственник, девочки, как ни крути, собственник. И это ему, конечно, мешает. Немножко его портит. У него вот все, что его, он хранит, бережет, за этим ухаживает, там пылиночки сдувает. То есть, если у него есть машина, ну, навряд ли он вам разрешит ее водить. Купить для вас машину он может, да, чтобы у вас была своя, а у него своя. Но свою, скорее всего, не будет давать. Ну, потому что будет нервничать, да, как вы там, где вы там, ударили вы его машинку, либо что-то там сделали с ней. То есть и за вас может переживать, но и за вещь тоже может переживать. Также, если вы с ним сойдетесь, он будет вас ревновать. Ревновать по поводу и без. Ну, вот такой у него склад характера. Ну что, все люди разные. Есть равнодушные, а есть прям слишком ревнивые, да. Этот собственник, этот ревнивый. Ну и плюс то, что его, как я сказала, он бережет. Бережет, очень бережно относится. Педант. Да, очень педантичный человек. Еще из недостатков большой круг друзей. Много друзей, он со всеми общается, он там ни одной как тусовки не пропускает, куда позовут, везде идут. Опять же, сам часто людей собирает, друзей вернее собирает. Для друзей ему ничего не жалко, такой рубаха-парень, везде всех спасает, помогает, за всех, возможно, даже платит. То есть, как бы на самом деле это и плюс, и минус. Да? То, что он коммуникабельный, общительный, это плюс. Да, умеет с людьми разговаривать, там, опять же, широкий круг общения. Но с другой стороны, здесь вы, возможно, будете ревновать. Возможно, вам это будет не нравиться, да, что он постоянно где-то с кем-то, там, со всякими этими друзьями. Ну, есть такое, девочки, что поделаешь. По поводу алкоголя. Умеренный. Возможно, у кого-то отыграется, что курит. Не обязательно сигареты, может, он там кальян предпочитает, либо там вейпом пользуется. Ну, что-то он там может курить. Ну, а в плане там агрессии, нет, агрессии в нем нет. Она там на минималках у него есть. Даже в некоторые моменты вам будет казаться, что он уж слишком какой-то пассивный, добродушный. Хотя, ну, как бы, да, он сдержанный, он умеет себя сдержать. То есть для него уйти от конфликта – это лучше, чем вступить в конфликт. В принципе, это тоже, если так рассудить, неплохо. Но не герой, давайте так. Да, он не полезет там в рукопашную там, против бандитов, например. Да, у него с головой все в порядке, он продуманный парень. Продуманный, да. Так, ну больше ничего такого особого негативного я не вижу. Если у него семья есть, там родители, родственники, братья, сестры, очень привязан к своей семье. То есть с него там эти родственнички веревки вьют, а он рад. То есть ему это нравится, ему это доставляет удовольствие. Вот имя у него какое-то странное. Имя, которое вам не нравилось раньше, либо какое-то иностранное имя, необычное имя. Вот, будете сначала смеяться с его имени, потом ему придумаете, может быть, какое-нибудь свое ласкательное имя. Вот в таком ключе информация идет. Так, теперь по поводу вашего знакомства. Но здесь знакомство через тройку идет. Вас кто-то познакомит. Здесь либо случайно, так случится, произойдет, либо человек вас специально будет знакомить, как бы он свободен, вы свободны, почему нет, почему не познакомить? Через тройку идет. Не сами вы знакомитесь, кто-то вас знакомит.
На вас мужчина произведет приятное впечатление в момент знакомства. Ну, отдадите должное, что он симпатичный, хорошо выглядит, ухоженный, галантный. А вот он в вас просто с первого взгляда влюбится. Влюбится и прям схватится за вас. Да, сразу телефоны, да, и соцсети, и начнет вам там названивать, написывать, звать, приглашать. Всякие там поводы, причины придумывать, да, вот сегодня такой-то праздник, пойдем отметим, там еще что-то произошло. То он пишет, то он звонит, то вот он сам нарисовался, да. Знакомые женщины будут вам завидовать, по-доброму завидовать, ну, потому что вместе вы очень хорошо смотритесь, я бы даже сказала, идеально смотритесь. Будет вам предлагать не просто там время провести, а именно отношения, серьезные отношения. И каждый раз он будет об этом говорить, что да, я хочу серьезные отношения, я хочу там полноценные отношения, там, я нацелен, настроен на там, семью, например, да, такие вещи вам будут говорить. И вам будет приятно это слышать, девочки, действительно приятно. Значит, он будет делать все для того, чтобы вы в него влюбились. Вот прям из шкурки будет выпрыгивать и назад запрыгивать для того, чтобы вы в него влюбились. То есть здесь очень красивый жест, очень красивые ухаживания будут. А вас вообще на самом деле показывают, что вы очень домашние, либо вы в последнее время очень много времени дома проводите. Вот он вас будет выгуливать. Да, в хорошем смысле этого слова. Вы с ним разные места будете посещать. Очень много всего нового, интересного увидите. Прям такую развлекательную программу вам устроит. Я не вижу конкретно, когда произойдет ваша встреча. Но само знакомство показали на среднем уровне. То есть, в принципе, тут ждать совсем ничего, недолго. Может быть, в этом месяце, может быть, в следующем месяце. Но вас явно кто-то познакомит. И еще одна такая подсказочка. То ли людей много будет вокруг вас, да, какое-то людное место, то ли это какое-то мероприятие будет, да, где будет много людей собираться. Может быть, даже чьи-то именины, свадьба, может быть. То есть люди собираются. Да, будет за вами очень ярко ухаживать, красиво, ярко. Будет вас добиваться, пока вы не согласитесь, ну, либо пока вы не пошлете. Интересный мужчина, неплохой. Неплохой. Но единственное, что еще я хочу добавить, у мужчины какие-то свои взгляды и понятия на жизнь, на отношения, на пару, на семью. Этот мужчина, он все как будто бы берет на себя. Ну, то есть мужчины, которые считают, да, что вот я мужчина, я все должен. Я там все решаю, я за все отвечаю. То есть, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, если вы самостоятельная, независимая женщина и достаточно долго прожили в таком статусе, то вам немножко будет нелегко, да, давайте мягко скажем, нелегко принять то, что он там все решает, либо что он за все отвечает. Вот этот момент я вижу. Ну а в целом вы хорошая пара, вам все об этом будут говорить, что вы очень хорошая пара. Так, девочки, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.